В уютной семейной мастерской все сосредоточено на одном – создании праздничных вещей ручной работы. В центре стола разместился компьютер с открытой программой моделирования. Рядом аккуратно сложены фанерные заготовки. За работой Дарья Гогуа. Она тщательно задает контур лошадки в программе, точно настраивает станок и прочно фиксирует фанеру. От зарождения идеи до готовой игрушки всего 15 минут. Здесь, как по волшебству, наблюдать за процессом можно бесконечно. И все, она сейчас его порежет. Потом мы из такой блестящей ткани порежем такую же форму и ее наклеим сверху, и будет блестящая лошадка. Семейная мастерская по производству деревянных игрушек представляет широкий ассортимент изделий. Именные игрушки для украшения елки, развивающие новогодние игрушки, неваляшки и погремушки, а также разнообразные предметы декора и фотозоны. Мастера берутся за выполнение заказов практически любой сложности. Дарья отметила, что на изготовление игрушек, которые можно увидеть в ее руках, в среднем уходит около часа без учета покраски. Самое продолжительное время занимает создание крупных габаритных изделий. Они нам могут нарисовать размер, они могут нам нарисовать форму, что они хотят. То есть это может быть любой рисунок, любой цвет. То есть мы уже подбираем индивидуально под заказ клиента. Вот это игрушки представлены на ярмарку, с чем мы выходим на ярмарку. То есть это такая больше новогодняя тематика. Пока они так покрашены в форме там пингвинов, там мишек новогодних, а так, конечно, рисунки разные. В основном животные какие-то милые такие. С ноября в мастерской царит новогоднее настроение. Заказы на елочные игрушки принимаются уже с этого месяца. Мастерская расположена в доме, и это большое преимущество. Здесь рождаются теплые именные игрушки, сделанные вручную с вниманием к деталям. 8 лет назад Давид и Дарья стали делать игрушки, сувениры и детскую мебель. Стартовали в Краснодаре, затем переехали в Абхазию. Начинали с детских кухонь и домиков. Переехали сюда, и, естественно, надо было искать работу. И думали, чем бы заняться. И так как супруг давно хотел заняться столярным делом, но его в этом вопросе никто не поддержал, то есть я говорю, ну давай попробуем. И попробовали, и получилось. Я супруга попросила, чтобы он мне дал такие полномочия, чтобы мы брали больше детскую тему, так как у нас ребенок с ограниченными возможностями, и я, то есть, как сказать, хотела бы, что я не могу дать ей, чтобы я могла дать другим детям. Все сами абсолютно. И здесь, вот сейчас мы где стоим, это было открытое вообще. Здесь просто был какой-то навес. Мы когда сюда заселились, закрыли его, потом пристроили. Там небольшое помещение. Есть благотворительный фонд Алшара. Они нам предложили такой социальный проект в виде помощи, какое-то оборудование, в котором мы нуждаемся, или что-то обновить. И в обмен на обучение и трудоустройство есть люди, которые с ограниченными возможностями. Подобрали молодого парня. В той комнате стоит тоже ЧПУ станок, и они нам обновили его, он больше, он мощнее, более производительным. Супруги работают с буком, липой и березовой фанерой, закупая материалы на древесных базах республики. В их мастерской используется современное оборудование, которое значительно облегчает и ускоряет ручной труд, сохраняя при этом высокое качество изделий. Здесь изготавливают все, от небольших игрушек до двухъярусных кроватей. Очень много интересных проектов, и все зависит от фантазии заказчика, отмечает Давид. Начинали буквально с простых инструментов ручных, таких как там электролобзик, шлифовальная машина, там торцовка, а потом постепенно обрастали. Вот на данный момент минимум необходимого у нас есть все виды станков там для обработки дерева, да, абсолютно все, и для раскроя, и ЧПУ есть, и лазерный станок. Трудно сосчитать количество заказов, выполненных в этой мастерской. Их действительно очень много. Здесь стараются создавать уникальные изделия, которых нет в местных магазинах. Каждому заказчику находят индивидуальный подход, учитывая все пожелания и предпочтения. Сейчас, благо, у нас есть возможность детали вырезать на станке ЧПУ, а когда это вручную, это прям неделю могло занять. Но сейчас мы сроки значительно сократились благодаря
станкам мы можем, да, за 3-4 дня эти детали вырезаются, покраска тоже плюс день-два. И сборка, ну, максимум, это самая маленькая игрушка такого образца, такого вида. А бывают там 2 секции, 3 секции, еще дополнительно там холодильник заказывают, там микроволновки, стиралки. У семейной мастерской есть своя страничка в Инстаграм, где можно увидеть значительную часть их уникальных работ. Там же регулярно публикуются и новинки. Шазина Ханагу, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.